Значит, в одном из интервью телеканалу НТИ, в то время более известного и мной уважаемого журналиста, как Александр, ну забыл фамилию, неважно, я сказал так: в плане животноводства, влияние на животноводство Карачая на животноводство Кавказа, разве что можно сравнить с влиянием животноводства Великобритании на животноводство Европы. Один министр аж испугался: разве можно такие вещи говорить? Вот. Когда передали это по этому телеканалу, он посмотрел, видать. И я говорю, правду не стыдно говорить. Дело в том, что, если я повторюсь, исправите, кроме великолепной породы, кстати, очень умной породы лошадей, она очень умна, она отличается именно интеллектом своим от других пород. Кроме нее вывели породу крупного рогатого скота, породу овец, породу коз. Насчет овец тоже должен сказать. Значит, почему ее ценили, и карачаевцы не кидались на более шерстных пород, степных пород? Дело в том, что степные породы ходят один за другой и делают тропы, а это создает эрозию. Карачаевская порода овец идет веером, пасется. Они эрозию не создают. А в горах создавать тропную эрозию – это конец пастбищной системе, не говоря о сенокосной и так далее, и так далее. Это величие этой породы, кроме качества мяса и так далее. Коза очень ценилась. Вот. Известно, что мясо, козье мясо, это карачаевцы использовали ее как лекарственное, как мясо, так и молоко. Хотя не любили ее держать дома. Ну, коза очень беспокойное такое животное. Вот. С ней сложно, и поэтому, наверное, не очень старались ее держать. Редкие фамилии держали коз, хотя овец было много. Кроме всего этого, все это животноводство охранять нужны были помощники. Поэтому был такой самыр, с пуховой шерстью такой, чтобы на кашу зиму охранять отару овец, не замерзать. Нужна была шерсть, подшерсток хороший. Вот. Откуда пошла мода обрезать хвост? Дело в том, что если большой хвост, собака ложится, отдыхает, хотя охраняет, смотрит, но ложится. Хвост примерзал к земле, к снегу. Вот поэтому, чтобы этого не было, начали обрезать хвост. Обрезали своим образом и уши. Не так, как сегодня обрезают под корешок. Этого нельзя делать, потому что ветер задувает напрямую. На ветру собаки не то, что там охранять твой кош. Себя не знает, куда спрятать. Но рядом с ней была очень умная собака, которую называли Пари. Раньше, говорят, использовали ее в бою. Я об этом мало сведений имею, но в последнее время это была собака сопровождения. Вот, если всадник куда-то ехал, напарника нет, а у них что-то такое, у карачаевца было что-то рыцарское. Один оседлал и поехал в дальний путь, никого не беря с собой. Вот. Брал с собой вот этого пария. Пари охранял хозяина
А если хозяин отлучался, он лошадь свою оставлял на попечение этого пария. И была третья порода собак, охотничья. Вот. Но ее, к сожалению, нет, она не сохранилась, это охотничья. Ну, по рассказам, она похожа на среднеазиатских тайганов. Да, вот многие думают ошибочно, что эту самыр называют пастушим. Нет, карачаевцы никогда себе не позволяли пасти, чтобы собака заворачивала, овцы бежали. Этого не позволяли. Да, кстати, старые карачаевцы никогда за отарой не шли, они шли впереди. А отара сама шла за ним. А по бокам отары или сзади отары шли вот эти самыры, охраняли ее, но не гоняли. Но были, говорят, случаи, если больная овца где-то осталась, он садился рядом с ней и ждал, пока хозяин не кинется их искать.